Сегодня я хочу поговорить о страшном зверском убийстве, которое произошло в Сунтарах. Убили молодую, совсем молодую девушку 2000 года рождения. Убили зверски, дико, с истязаниями. И все общество, конечно, на данный момент возмущено. Возмущено, каким образом такое вообще могло произойти. Я общаюсь в данный момент с ее мамой в эти дни. Мы занимаемся поиском адвоката. Женщине очень тяжело. Женщина в очень тяжелом состоянии, конечно. Она потрясена. Она говорит, я каждый день как во сне хожу. Хожу давать различные показания. Хожу по всем по всему делопроизводству. И ее письмо, которое она выложила не так давно, хотя событие произошло 18 марта, а буквально недавно в социальных сетях и в СМИ появилось письмо мамы Алены Ананьевой, которую убили, где она описывает дичайшие подробности этого убийства. И, конечно, это не смогло вообще никого оставить равнодушным. Это затронуло, наверное, сердце каждой матери, сердце каждого отца. Это просто всколыхнуло общество на данный момент, и все находятся в страхе, в ожидании, все следят за тем, как будут происходить события дальше. И я считаю, что мама Алены поступила совершенно правильно. Действительно, таким вещам уже давным-давно необходимо придавать большой общественный резонанс. Такие вещи не должны превращаться в норму. Семейно-бытовое насилие не должно быть нормой. И то, что она рассказала, это просто страшно. Это просто страшно. Оказалось, что в этом деле, так или иначе, в этом деле замешан именитый спортсмен. Тот, на кого возлагались большие надежды. Каким-то образом так получилось, что он в тот вечер, в ту ночь присутствовал. Все подробности, конечно, будут определены, выявлены в ходе расследования. Сейчас мы об этом говорить не будем. Меня интересует реакция. Реакция какая? Я опубликовала пост, в котором обратилась к лидерам движения Устюмсю, потому что ровно год назад, 18 марта 2019 года, в Якутске состоялся, пожалуй, самый такой массовый митинг, организованный в том числе и этим движением. Этот митинг был мужской, то есть собрались мужчины. Собрались они по поводу чего? По поводу того, что трудовыми мигрантами была изнасилована местная женщина. И одним из мотивов, который на тот момент заявлялся, была защита наших женщин. Поэтому я, естественно, обратилась к лидеру этого движения с просьбой, чтобы каждый мужчина, который входит в состав этого движения, а ведь спортивный комплекс «Триумф» в прошлом году собрал 5 или 6 тысяч мужчин. И я всего лишь обратилась с просьбой, чтобы каждый мужчина, который порицает вот это страшное убийство, выпустил видеообращение, коротенько, просто сказал бы, что я против таких поступков. Я искренне осуждаю и порицаю вот такие убийства. Я просила это сделать только лишь с той целью, чтобы успокоить и население, прежде всего женщин. Потому что к кому бежит женщина, когда начинается что-то страшное? Конечно, к мужчине. Конечно, ей нужно сильное мужское плечо. И именно вот этого сильного мужского плеча хотелось получить в виде этих видеообращений, то есть некий флешмоб. Я все прекрасно понимаю, что самоизоляция, никто не хочет собирать этих триумфов. Просьба была лишь в том, чтобы мы, женщины, смогли успокоиться, и мы могли увидеть, что мужчины в большинстве своем дико порицают это убийство. Вот чего хотелось обществу. Вот о чем пишут люди. Но в итоге что? В итоге каждый комментарий, который размещается на странице Устюмсю, почему-то удаляется, а автор отправляется в блог. Почему-то лидеры обошлись какими-то невнятными заявлениями, нашли молодого человека, который что-то сказал, и все. А дальше тишина. Об этом был мой пост. Я не призывала ни к какому там ответному насилию или еще чего-то. Просто хотелось поддержки.
Просто хотелось, чтобы мужчины сказали: нет, женщины, пожалуйста, не бойтесь, все будет хорошо. Пускай идет расследование, но с вами все будет хорошо. Мы это порицаем. В итоге что получилось? В итоге вышло, что меня обвиняют в хайпе. Ребята, какой хайп? Если бы эта тема была хайповой, ее бы давным-давно подхватила куча блогеров. Вы что думаете, люди не в тренде, что ли? Если бы это был бы хайп, то больше, гораздо больше людей бы на эту тему высказалось. Вы видите, все молчат. Это далеко не хайп. И после этого еще плюс ко всему меня причислили к якуто-ненавистницам. Что вот я, мол, дескать, выступаю тогда, когда в деле бывает замешан представитель якутской национальности. Что почему, мол, она ничего не сказала тогда, когда вот представитель славянской национальности зарезал семью. Ну, простите, как можно параллель проводить между двумя этими убийствами? Там, где наркоман пришел и убил из чувства мести семью его подельника за то, что тот его сдал. И здесь, да, убита девушка, зверски убита девушка от рук ее любимого человека. Некогда любящего, наверное. Правда, я не очень уверена, что такие люди вообще в принципе могут любить. Где тут логика? Вы мне скажите, пожалуйста. И вот сейчас я просто вижу, что происходит, да? Сейчас в мой адрес сыпятся какие-то оскорбления, какие-то угрозы. То есть найдите ее. Я даже не хочу повторять вообще эти комментарии, да. Их, конечно, не так много, как они хотят преподнести, да. И причем я, конечно, понимаю, что изначально кто-то зачинщик, ну, такой, да, может, проплаченный, может, провокатор, чтобы запустить эту волну. А люди недалекие начинают подхватывать это. Я вот прям на 100% уверена, что вот за этими какими-то анонимными аккаунтами, как правило, там же нету людей, у которых есть реальная фотография, у которых реальное имя. Я имею в виду среди тех, кто комментирует, пишет угрозы в мой адрес, или там найдите ее, достаньте ее. Но сейчас закончится изоляция, сможете. Но будете ли вы это делать? Что вы вообще в принципе хотите сделать? Мне вот просто интересно, что бы вы сделали, найдя меня? Вы бы хотели еще одну Алену убить? Сколько жертв вам нужно, чтобы понять, что насилие – это недопустимо? Нет, понимаете, смерть Алены Ананьевой и смерть Алены Алексеевой, по сути, это одно и то же. Наша жизнь стоит абсолютно одинаково. Мы совершенно одинаковые. Мы женщины. Но другое дело, что, может быть, это тоже будет какой-то иметь дополнительный эффект. Ну, из меня, наверное, сделают тогда народного героя. На памятник не рассчитываю, конечно, но тем не менее, да. То есть, может быть, мои идеи как-то быстрее дойдут до людей. Может быть, мои чаяния, переживания как-то скорее уже войдут в разум. Потому что мое основное беспокойство, моя основная забота как раз и заключается в том, как будет жить народ республики. В том, в какое будущее мы идем вот такими поступками. С каким сознанием, с принятием того, что вот такие дикие зверские убийства можно назвать бытовухой? Вы это серьезно? Это бытовуха, что ли, по-вашему? Женщину, которую в Покровске убил муж, подкараулив, сказал, что он на работе, а сам пришел и ждал ее. Она пришла забирать вещи, потому что она хотела уйти от этого тирана. Он ее подкараулил и убил. Сколько этих смертей должно еще происходить? Меня очень волнуют качественные, здоровые, нормальные, адекватные взаимоотношения между людьми, между мужчинами и женщинами. Я только поэтому выражаю свое мнение. И почему в принципе нельзя выразить свое мнение? Почему нельзя выразить свое мнение? Это мое мнение. Это моя реакция на происходящее в республике. Это моя реакция на происходящее на моей родине. Я считаю, что это более чем нормально. Я имею полное право говорить об этом. И это право есть у каждого. Мы вообще должны прекратить молчать по поводу таких вот случаев. Мы должны перестать прикрывать друг друга. Мы должны забыть правило «рука руку моет».
И когда в мой адрес начали какие-то выпады по поводу того, что якобы всех борцов я там оскорбила или обозвала, тоже ничего подобного не было. Все нормальные, адекватные борцы, у меня же много знакомых, они все поддержали мою позицию, что это возмутительно, что это просто возмутительно. И что да, следствие разберется. Но что при всем при этом Охлопков уже стал нерукопожатным для них. Потому что это честь и достоинство спортсмена. Я считаю, это просто несоразмерно. Да? Почему спортсмен под отдыхом подразумевает распитие алкогольных напитков? Это вообще где так подразумевается? Где такое вообще должно быть? Ты спортсмен. Ты должен быть примером здорового образа жизни. Ты должен быть примером мужского и мужественного поведения. Во всем мире, если человека в чем-то подобном заподозрили, даже если еще дело расследуется и ничего не доказано, он в принципе становится не вхож в приличное общество. До тех пор, пока он не очистит свою репутацию. И это очень грустно, что у нас в стране и у нас в республике в том числе нету института репутации. Людям не важно, что они делают или что они делали в прошлом, они могут себе начисто все переписать. Я считаю, что так быть не должно. Поэтому я категорически осуждаю вот эту попытку увести общественное мнение, сместить акценты с этого страшного убийства этой юной девушки на то, что якобы я якута-ненавистница. Подумайте, зачем это делается и кому это интересно. И вообще я считаю, что нормальные мужчины, они не будут сидеть сутками в интернете и припираться в диалогах, комментируя те или иные посты. Это, в принципе, тоже как-то странно. Если вы сейчас скажете, что сейчас изоляция, да, у нас очень много свободного времени, не знаю, мне кажется, очень много свободного времени быть не может. Есть очень много дел по хозяйству, да, есть очень много дел по воспитанию детей. Вот лучше вот этим заняться, чем сидеть без конца в интернете и припираться по поводу и без повода. Также вчера вышел материал, где упоминается обращение Тургуна Попова. Ну, то есть это как бы такое безличное обращение, но по сути очень толстые намеки в мой адрес, да, вот в мои публикации, где он говорит о том, что двойные стандарты у многих, типа правдорубцев и родителей за справедливость. Ну, мне хочется Тургуну напомнить о двойных стандартах в первую очередь, потому что вот он как бы порицает вот это вот общение через Инстаграм. Ну, простите, а как вы хотите? Как вы хотите в современном мире общаться, тем более находясь в изоляции? Естественно, это происходит посредством социальных сетей. Это, в принципе, уже давным-давно площадка и трибуна для высказывания мнения, если вы не знали. И, в принципе, вы, уважаемый Тургун, вы тоже тем же самым занимаетесь. Буквально недавно вы вступили в защиту нашего главы, нашего избранного Илдархана с тем, чтобы вот мы, люди, перестали, чтобы его осуждать за его там неосторожное высказывание, да? Почему у вас есть такое право, а у меня нет никакого права? Это что, опять некий сексизм, что ли? Пишет, что теперь они обвиняют почти всех мужчин, спортсменов, в том, что многие из них в помыслах своих не допускают, потому что любой адекватный человек осуждает любое преступление. Ну так и осудите. Речь-то была лишь о том, чтобы осудили, чтобы высказались. А невнятная позиция – это немножко непонятно. Такие вот общие фразы какие-то бесконечные, да, якобы о том, что вот не надо рубить сгоряча. Ничего не было срублено сгоряча. Всего лишь пересказ письма мамы, публикация этого письма у меня и обращение к лидерам мужских движений. Но стоит признать, видимо, действительно, четкой позиции у лидеров мужских движений у нас нет. Кроме того, как в ответку нападать и пытаться заставить заткнуться. Кстати, были в сети комментарии о том, что а почему только мужские осохи, почему только мужские алгысы? Что женщины, в принципе, тоже не против этих осохов, что женщины, в принципе, тоже не против этих алгысов. Другое дело, что за потребность еженедельно проводить алгыс. Вы знаете, это довольно-таки редкий в течение календарного года ритуал для народа Саха. Его вот каждые выходные не делали. Зачем вообще это делается? Быт народа Саха всегда был связан напрямую с трудом. И по выходным люди тоже трудились.
По выходным всегда очень много каких-то забот. Если ты в течение недели работаешь в офисе, допустим, у тебя все равно по выходным очень много скопилось и ждет тебя в субботу и воскресенье. Что за бесконечные алгысы ты, Асохи? Я ничего против Асоха, ничего против алгысы как самого ритуала не имею. Но что за потребность вот такая регулярно встречаться и это делать? Но я, например, могу допустить, что это делается для поднятия командного духа, да, некоторого, потому что я так понимаю, что людей регулярно привлекают в эти движения, они постоянно пополняются новой кровью, так сказать, да, молодежь туда активно вовлекается. Лидеры движения ездят по улусам, встречаются с общественниками, с какой-то там, допустим, политической элитой, да, встречаются и приглашают к активной поддержке, вступлению в ряды этих движений. И, наверное, для того, чтобы вот этот вот дух или некая философия постоянно дозированно вливались в каждого члена движения, это делается. Но иногда возникает ощущение, что это делается для того, чтобы держать людей на контроле. Потому что, знаете, ну, если встречаться реже, тогда человек может обратно уйти в свою нормальную человеческую жизнь. Обратно вдруг очаруется своей женой, будет ее ценить и любить больше. Вы знаете, это очень сильно похоже на деструктивные секты. Я далеко не хочу второго триумфа. Я, в принципе, и не была рада от того, что его провели в прошлом году. Но поскольку вот это страшное убийство произошло именно ровно через год, то есть буквально годовщина митинга в Триумфе была отмечена вот таким вот страшным убийством, поэтому я и обратилась. И я до сих пор все равно прошу мужчин, лидеров движений, наших авторитетных лиц, нашего избранного Илдархана, президента Федерации вольной борьбы, выступить с обращением к людям, к нации, к населению. Успокойте, пожалуйста, людей. Нам надо прекратить вот это. У меня вообще нет никакого желания, никакой цели, никогда я себе такой цели не ставила, проводить разделение между мужчинами и женщинами. Это самое-самое пагубное, что может быть сделано для общества. Общество не может быть разделено на мужчин и женщин. Такое общество, оно деградирует и когда-то просто исчезнет. Между мужчиной и женщиной, безусловно, должно быть только сотрудничество, только уважение и только понимание. По-другому нельзя. Это закон природы, это закон развития, это закон прогресса. Нельзя бить женщин. Просто запомните это, и женщины, и мужчины. Нельзя бить того, кто физически слабее. Ни женщин, ни детей, ни стариков. Вообще любая форма насилия – это неприемлемо. Это не характеризует вас как нормального, адекватного человека. Я хочу попросить некоторых мужчин прекратить воспринимать женщин как атрибут, как приложение, как дополнение. Женщина – это равноправный партнер. Мы живем на севере. Вы посмотрите на развитые скандинавские страны. Они тоже исконно жили всегда в сотрудничестве, потому что на севере без сотрудничества невозможно выжить. И сейчас это одни из самых развитых стран. Во всех смыслах, и экономически, и политически, и с точки зрения общества, развития общества. Взаимное уважение присутствует в этих обществах. Потому что внутреннее разделение ведения хозяйства того же и труда всегда распределялось между мужчиной и женщиной. И так было испокон веков и у якутов. Запомните, никакая нация, никакой народ не выживет, если они не будут ценить и уважать женщин. Это противоречит самой природе. И в древней культуре народов Саха тоже женщина была одной из главных божеств. Анна Лахчин, если кто знает и интересуется. Покопайтесь в культуре, поинтересуйтесь. Представьте себе общество, в котором женщина через 10 лет вообще полностью унижена и уничтожена. Это общество умрет. Женщина, она все равно главный вдохновитель. Она центр, она не главная в семье, она центр семьи, это центр притяжения. Женщина вдохновляет мужчину. Женщина дает внимание, заботу и ласку максимальную детям. Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг нее. И муж,
и дети. Нельзя вот этот источник добра и счастья подавлять. Это просто противозаконно. Я имею в виду против законов природы. И к женщинам я тоже хочу обратиться. Я вас очень прошу, выбросьте, пожалуйста, из головы вот эту мысль, что вас можно бить. Нельзя бить никого.